Потому что агентство Bloomberg, ведущее мировое экономическое агентство, оно не только на экономике сфокусировано, но вот в экономических новостях оно первое. Так вот, агентство Bloomberg опубликовало список 25 самых дорогих яхт мира, 25 суперяхт, общая стоимость которых приближается, а возможно уже даже и превышает 7,5 миллиардов долларов. То есть 25 яхт, которые находятся в частном владении, вот они стоят все вместе, если их взять, 25 миллиардов долларов. На первом месте в этом списке самых шикарных мировых плавсредств находится яхта российского олигарха Алишера Усманова. Называется яхта Дилбар, это так звали маму Усманова, он в ее честь назвал эту суперяхту. Стоит она 594 миллиона долларов. Вот он, Алишер Бурханович, на ваших экранах. Вот и ему принадлежит самая дорогая, самая шикарная в мире яхта. Вот она на видео, на фото, на таком вот специальном промо-ролике ее видно. Очень интересная яхта сама по себе. Я немножко на ней остановлюсь, а потом пойду дальше про этот список расскажу и сообщу о том, почему он, собственно, так интересен. У этой яхты стальной корпус, вот полностью стальной корпус. Ее внутренние помещения достигают площади почти в 4000 квадратных метров. Вот я не специалист, но мне кажется, подъезд в 12-этажке, вот если квартиры все суммировать в средней такой 12-этажке, вот там примерно и будет 4000 квадратных метров, и вот, а может быть даже и меньше. И вот у Алишера Бурхановича такой плавающий подъезд 12-этажки, плюс ко всему там 2 вертолетные площадки, лифт. То есть через все эти почти 4000 квадратных метров можно путешествовать на лифте. А там есть, естественно, комната, специальная комната с джакузи, есть свой внутренний кинотеатр. И вот по количеству кают шикарных кают, она, наверное, тоже лидирует в списке дорогих яхт по той простой причине, что для гостей Алишера Бурхановича там предусмотрено 40 отдельных таких кают-квартир. Это не какие-то вот каюточки, в которых там ютятся люди. Это вот такие шикарные апартаменты на 40 человек. Это, естественно, не считая команды, которая постоянно должна находиться на яхте во время плавания. 42 километра в час развивает яхта. Это достаточно большая скорость для такого большого морского судна. Ну, в общем, впечатляющая история. Тут еще, наверное, стоит отметить, что вот в списке 25 самых дорогих яхт, вернее, среди их владельцев, россиян 7. Среди вот таких известных еще фамилий есть, например, Роман Абрамович. Все остальные, вот это вот его яхта, она называется «Эклипс», «Затмение». Она, конечно, чуть поскромнее, чем у Алишера Бурхановича, но тоже, кстати, цена ее впечатляет. 376 миллионов долларов. 376 миллионов долларов, тоже в ней несколько этажей, тоже на ней есть вертолетная площадка, кинотеатр, все прочие удовольствия. Так вот, среди этих 20, вот Роман Аркадьевич, среди этих 25 самых шикарных в мире яхт, 4 яхты принадлежат гражданам Великобритании, Соединенных Штатов и Новой Зеландии, причем это в основном достаточно известные люди. Например, Пол Аллен, один из сооснователей компании Microsoft. Все остальные яхты из этих 25 принадлежат либо правителям, это президенты, это короли, султаны или члены их семей, правителям арабских государств, богатых нефтяных государств, Катар, Оман, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. А вот на россиян приходится 7, а возможно даже и 8 яхт. 8, почему 7 или 8? Потому что одна из яхт в списке супердорогих, сейчас она называется «Рая», какое-то время назад принадлежала тоже Усманову, Алишеру Бурхановичу. Стоит она, по-моему, 212 миллионов долларов. Вот известно, что ее Алишер Бурханович продал, передал права на владение, естественно, не безвозмездно, кому-то другому, но вот кому неизвестно. И вот кому сейчас принадлежит эта яхта под названием «Рая»,
не смогли выяснить даже всезнающие специалисты из агентства Bloomberg. Но вот есть подозрение, есть основания считать, что, вероятнее всего, она принадлежит тоже кому-то из россиян, кому-то из супербогатых россиян. Вот это очень интересно. 7 богатых россиян, супербогатых россиян оказались в списке владельцев самых дорогих яхт. Это страна, в которой постоянно повышается то пенсионный возраст, то стоимость всех там товаров или услуг, и услуг обычно, то повышается там налоги какие-то, то вводятся те налоги, которых прежде не было. То есть страна, которая ищет как бы очередную копейку из пенсионеров, из там работающих мам, там одиноких родителей и так далее, вытащить, на самом деле прекрасно себе содержит вот эту вот армию вот таких не очень стройных, но очень богатых людей, которые уже не знают, на что бы еще потратить деньги, на что бы еще потратить там 300, 200, 500, 600 миллионов долларов. Тратят их на яхты. То есть вот это вот лицо Алишера Бурхановича и его яхты – это лицо современной российской власти. Когда власть отбирает у пенсионеров, у бюджетников, у врачей, у учителей деньги, она их отбирает в первую очередь для того, чтобы дать вот таким вот людям, как Алишер Бурханович. Отбирает их для того, чтобы вот этот ближний круг своих людей, своих монополистов, Абрамовичей, кого угодно, продолжал оставаться этим ближним кругом для того, чтобы все они вместе, включая олигархов, провластных олигархов, представителей власти и так далее, это все одна корпорация, продолжали богатеть, невзирая на все остальное. То есть все эти санкции, которые вводятся Западом, и эти антисанкции, которые выдумываются в Кремле, в Белом доме и так далее, они бьют не по этим людям, они бьют не по владельцам суперяхт и не по тем людям, которые стоят за ними, не по Путину, не по Медведеву, не по там какому-нибудь Золотову из Росгвардии. Они бьют по обычным людям. А уже эти вот самые все персонажи каким-нибудь образом найдут, как выкрутиться. Если не найдут, как выкрутиться, отберут у своих же граждан, отберут у какой-нибудь бабушки из какого-нибудь села или из какого-нибудь города для того, чтобы передать вот этим вот самым олигархам и всем этим силовикам, которые охраняют этих олигархов, охраняют власть и всю вот эту вот безумную, обалдевшую совершенно от наглости, от безнаказанности, от непонимания, на что еще потратить деньги корпорацию. Вот что нужно, в общем, понимать о лице современной России, вот что нужно понимать о тех людях, которые ею правят, о тех людях, которые распоряжаются бюджетами, о тех людях, которые грабят народ. И поэтому, наверное, стоит поблагодарить агентство Bloomberg за то, что вот эта вот информация теперь стала доступна, и благодаря работе агентства каждый россиянин может понять, на что, на какие именно цели и средства тратятся его налоги, ради чего ему повышают выход на пенсию, ради чего отбирают какие-то очередные копейки из детских пособий, из каких-то других социальных выплат. Да вот ради чего. Для того, чтобы 7 человек оказались в списке владельцев самых шикарных во всем мире яхт. Идем